Какова истинная цель появления человека на свет, ради которой он мог бы с достоинством, мужеством и надеждой выносить тяготы жизни? Таким вопросом почти ежедневно задаются наши сегодняшние героини – мать и дочь. Обе стойко и уверенно идут по жизни рука об руку, поддерживая друг друга и добрым словом, и правым делом. У каждой своя драматическая история, и каждая героически переносит неизбежные испытания и боль. Лишь позитивное мышление, легкое отношение к жизни, творчество, вдохновение и любовь вносят в их повседневность великий смысл. Простая девчушка из села Ажулун Чурапчинского улуса с детства мечтала стать журналистом и целенаправленно шла к этому всю свою школьную жизнь. Была активисткой, писала стихи и статьи в юношеские газеты. Но судьба распорядилась так, что сегодня Наталья Иванова – известная в республике мастер кондитерского искусства. Ее шедевральные изделия на слуху у каждого, и ее работы славятся на всю Якутию. В мир кулинарии она пришла случайно. Впрочем, многое, что с ней происходило, совершалось по воле случая, начиная уже с самого момента появления на белый свет. Когда папа приехал за нами в роддом забирать меня, новорожденную маму, жену свою, и у нас по пути машина вот заглохла. Я в кабине, мой брат, которому год всего лишь, и мама молодая, уже вот только рожавшая женщина, и мой отец. И шофер тоже молодой парень. Мы все поехали в веселой компании и в тайге прямо застряли. Вечереет, уже зима лютая. В то время были какие-то трескучие же морозы. И мы могли бы там попросту погибнуть, замерзнуть. Но так получилось, что водитель был очень храбрым, он пешком дошел до утра, прямо пешком, несколько десятков километров сам дошел до села. И одна мысль того, что там уже замерзают, вот, умирают дети, его не остановила, и он сломал сельский гараж. И оттуда, угнал водовоз и помчался к нам на помощь. И вот эта водовозка, да, вода машина, она тоже приехала, и она тоже заглохла. Она вообще села, на брюхо, по-моему, села, потому что там замело, снег был, пурга, вообще такая лютая прямо погода была. И отец спел маме песни, утешал ее. Всю ночь пела, а я плакала. Она была в панике, конечно, здесь годовалый ребенок, это же совсем кроха. И тут вообще единственная дочка после 3 мальчишек, наконец-то долгожданная дочка, и они все тут. Вот пройдет несколько минут, и они все уже заживо замерзли. Это от одной этой мысли было страшно. Ну, с такой историей все-таки мы как-то добрались, потому что нас спасла машина. Почти уже светает, и подъезжает как раз Большой Урал. В общем, они, оказывается, река Амгажи, да, село Мандагай стоит на берегу реки Амги. И вот так получилось, что они перед тем, как вот река стоит, замерзает, они не смогли перебраться. И вот когда она уже замерзла, они вот где наконец-то перебрались и вот наткнулись на нас, погибающих. И я вот думаю, все-таки так прямо устроена жизнь, да? Специально Бог сделал так, чтобы эта машина вот тогда осенью уже застряла, что родится девочка зимой. И надо вот, они даже сами не знали, что они должны были спасти вот нас. Ну и мне так кажется, это же не просто так. Чтобы вот так закрутилось, завертелось, и они, чтобы именно в тот день приехали к нам на помощь. Все в этом мире не случайно. В нем все связано. Мыслями и чувствами, действиями и поступками. Одно вытекает из другого. Но в этой суровой круговерти нет времени на раздумье, ведь жизнь не стоит на месте. Нужно идти дальше и ни о чем не сожалеть. Некогда вот горевать, некогда вот от этого страдать. Ну, живы. Доехали и доехали. Наверное, в тот же день все забылось.
От одной мысли, что они уже вот дома, потому что дома радость. тоже дети ждали. А им же тоже было совсем мало лет. Старшему 5 годиков, потом 4 годика. И вот годовалый сын, и я. И наоборот, они уже быстро забыли от того, что вся семья в сборе. Все живы, здоровы, и от одной этой мысли они уже успокоились, наверное. Я так думаю. Потому что у мамы такое отношение по жизни. Надо все воспринимать с легкостью. Вообще все. И это ее лучшее качество. И оно передалось мне. Оно вообще мне помогает по жизни. Ко всему относиться с легкостью. Вообще, если даже очень плохо, надо вот позитивно вот мыслить. И если все свершилось, все уже прошло, слава Богу, хорошо, тогда уже и не стоит переживать. Потому что что дразнить-то судьбу? Все же обошлось, и надо быть благодарным. И вот это чувство благодарности, оно у меня вот в крови. И отец такой был у нас, очень благодарный. Он вообще почитает вот этих духов, потому что он охотник. Он любил вот это все. Он очень был, ну, такой человек своеобразный. Своеобразный, но был гениальным, наверное. От этого и он страдал, видимо. Потому что он был очень начитанным, грамотным, много писал, много читал. И есть же, да, горе от ума. Ну, просто от своей идеальности он очень страдал вообще по жизни, потому что он максимально всегда за справедливость. Вот такой, все должно быть идеально. Но слишком идеальный, это тоже оказывается большой минус. Мама. Потому что он не пил, не курил, вообще раздражало его все, и политика, и несправедливость по жизни. Вообще вот от этого он очень сильно страдал. И отношение вообще по жизни у него было, даже к нам, он очень все прямо строго, слишком требовательный, слишком строгий был. И у него всегда была такая фраза: «Вы не знаете жизни, потому что жизнь такая тяжелая. Я держу вас в таких ежовых рукавицах, чтобы вы же не страдали вот от этой жестокости мира». Потом мы, конечно, в детстве этого не понимали. Его взгляды мы не разделяли. От этого бывают и стычки, ну, отцы и дети, да. Потом уже вот прошло время, мы сами стали родителями, и теперь мы все вот понимаем, да, что он был прав, и иначе он не мог. Потому что время такое было нестабильное, это были 90-е годы лихие, это были 4 пацана-сорванца, дочка, которых он очень, видимо, любил, и проявление его любви именно было в его строгости, в том, что он все держал под свой контроль, он хотел нас огородить от всего этого. Он вообще не хотел, чтобы никто из детей не уезжал. В жестокий мир он, оказывается, нас не хотел отпускать. Потом мы только понимаем, оказывается, он нас всех сплотил. И до сих пор вот эти традиции мы, оказывается, держим. Это когда все ужинаем вместе, мама. Все за круглый стол садимся, и все ужинаем за стол. Он прямо требовал, когда ужин, все ужинаем вместе. Хочешь ты или не хочешь. Мы собирались за столом, завтраки вместе, обеды вместе, ужины вместе. Вот это, оказывается, очень важно. Конечно, он строгий. А я была легкая. Я ее легкий человек я вообще. Я не ругаюсь. Он сразу забыла и радостно. Конечно, я очень люблю моего мужа. Он тоже меня любит. Только он характер. Своеобразный был. Строгий. Наша мама – это уникальный человек. На фоне нашего такого авторитарного отца она была вообще эталоном, идеалом доброты, жизнелюбия, радости, самоиронии. Вот такая всегда веселая. Она с нами и играла. И знаете, сколько у нее забот было?
У нас скот держали, большой котон, там почти 20 голов, кур, свиней. И это готовить на нашу араву, всегда вечно голодные дети. Потому что мальчики же, они много едят. И вот она, всегда у нас выпечка на столе, всегда у нас стол, обилие еды. Если даже вот в 90-е годы, помните, в магазинах только ментай было. А у нашей мамы и пирожки да пироги, прямо она умудрялась, я не знаю, когда она успевала это все делать. Самое поздно ложилась спать и самое раннее она вставала, потому что на утренний удой уже надо с 4 утра надо вставать, чтобы успеть молоко сдать, да, мама? Конечно. И это мы встаем, и уже здесь она и сметанку, сливку уже сделала, и оладушки, и лепешки сделала, потому что пекарня-то она работала кое-как. И вечно хлеба не доставалось. А мы-то все на хлебе. Раньше-то и еды было, ассортимент такой скудненький. Все мы ели только хлеб и с маслом, на нем и только росли, на выпечке, на маминой. Я помню, у мамы всегда голова болела. Но я знаю, почему болела. От недосыпа, от того, что она очень много работала, И всегда такая веселая, она никогда не ругалась, вообще никогда на папу не ругалась. Никогда на детей не ругалась, вообще никогда. И всегда ко всему относится с юмором. У нас был всегда стакан наполовину полон, видимо. Моя мама вообще в юности была первая красавица. У нее даже дали такое название. Таңара детин чумечите. Таңара детин чумечите. Это как свечка в храме. Прямо она очень красивая была. Густые, черные, как смоль, волосы, белокожая. И, оказывается, она всегда была стройная. Вообще по жизни, да, у нас так сложилось, что мы мамой вообще не разлей вода, да, мама? И у нас это подружки-душки. И теперь у меня дочка тоже единственная, и она такая, мы же девочки, да? Мы подружки-дружки. И она уже такая, прямо уже видит мои отношения с мамой. И я очень надеюсь, что у моей дочери со мной уже такое же отношение будет. Тапталина дочка, она очень хорошо рисует. Но она такая творческая натура. И она любит, когда вот сидит и занимается прямо, уходит в себя, занимается творчеством. Вот это, я думаю, вот это передалось от нас. Владик тоже хорошо рисует, но он мозговитый такой, но у него другое вообще восприятие жизни. Да так, он учился в художественной школе, ездил в Пекин, в международную художественную школу. Эрель, он тоже, ну я смотрю, очень много передалось от моих родителей, прямо от мамы, тоже такой жизнерадостный. И самое главное, я вот стараюсь воспитывать своих детей так, чтобы не затыкать им рот, чтобы они могли вот свое мнение откровенно вот разговаривать со мной, чтобы доверять. И все это время мы не переставали с мамой мечтать. Не, мама, мы мечтали только о счастливой жизни. Каждый день вообще не надоедало нам. Я уже тогда маленькая, я очень хотела помогать маме. Я даже вместо мамы хлеб могла печь. Она мне вот делала тесто для оладушек. Не только вот такую маленькую посудину, а целую большую миску теста, чтобы нам всем хватало. Они же не быстро же кончаются, когда дети еще мальчишки. И у каждого мальчика по 2 друга приходят. И все целыми днями здесь по 10 детей ходят. И все кушают мамину стряпню. И я такая стою на табуреточке, жарю оладушки. Тесто мама мне готовит. Я вот стою и жарю оладушки. Тогда, в то время, был жив и здоров мамин отец, мой дедушка, Новгородов Петр Данилович. Такой живчик был. Вот человек уже почти век жил, да, на земле. И он такой, здесь у нас печка стояла, вот вместо этой стенки, большая такая печка, и он, ну, видимо, старик, видимо, мерзнет, и он прям так и стоит, у него тростик, и он подходит и ест мои оладушки и говорит: все, Наташа,
если вот по-якутски сказать, «Миногомула ащет болсу». Это моя девочка, когда подрастет, она будет вот отличной вот стерепухой, или как кухаркой, или как, ну, отличным поваром она будет. Мне было очень мало лет. Я помню, я стояла на табуретке, и он вот это мне тогда сказал. Прошло очень много лет, и я вот стала кондитером, стала поваром. О дедушкиных пророческих словах Наталья вспомнит не сразу, лишь спустя долгие годы. А тогда, на пороге жизни, юная девушка размышляла иначе. Выбор профессии проходил совершенно по другим критериям. Когда я в школе училась, я была очень активным учеником, ученицей. Активным такой прямо. Я была гуманитарием, я была... участвовала в олимпиаде по якутскому языку, по русскому. Все думали, что я пойду на журналистику. Я еще работала юнкором это газеты «Гаскиль», «Чоранчик». У нас здесь была телестудия в Ажелуне. И была я первым диктором, была президентом школы. Очень активной такой девочкой, и все думали, прямо пророчили мне отличное будущее какой-нибудь тележурналистики или какого-то гуманитария. А я пошла, сдала документы в Новосибирский институт по терапкооперации на экономиста-международника. Я вообще не математик. Я не знаю, почему я туда пошла. Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос, почему я именно туда пошла. Отец, конечно, был зол. Он вообще не хотел меня отпускать в этот грешный мир, как говорится. Естественно, туда не поступила. И в моей жизни всегда встречаются такие добрые люди. Я не знаю, как ангелы-хранители, видимо, кто-то мне оттуда свыше посылает мне добрых людей. И вот одна мне женщина помогла, Литвинцева Людмила. Я вот это точно помню. Это русская такая добрая женщина. Она тогда работала в отделе кадров СПО «Холбос». Она за меня очень болела. И вот... она мне дала целевое направление на технолога общественного питания. Я даже не знала и представить не могла, что за профессия такая, с чем его едят, кем это я стану, где я буду работать. И оказывается, вот мне так и должно было быть. Потому что я преуспела в этой сфере, потому что я себя нашла. Я очень люблю свою работу, профессию, и все отученные и полученные знания я до сих пор владею на все 200%. Поэтому я очень благодарна, то, что именно с первой попытки мне удалось найти свою вот профессию жизни. И журналистику я-то и не бросила, оказывается. Я же пишу. Я не знаю, откуда я знаю эти слова. Слова идут ко мне в голову. Я пишу на русском, на якутском. И вот я еще выпустила книгу. Книга моя написана, она на русском языке. Она продается в других регионах России. И заняла в Москве диплом первое место как лучшее региональное издание Дальнего Востока. Печаталась в журналах, газетах. И участвовала в Совете молодых писателей Республики Саха-Якутия. Вошла в сборник 21 молодых писателей Якутии 21 века. Это был такой антология, большая книга. Ну, для меня это большая честь. И сейчас у меня вот рубрика есть «Люди вокруг нас». И я пишу о людях. Это простые люди. Это не светские львицы, это какие-то немедийные личности, это простые вот тетя Дуня, дядя Вася. Ну, такие люди, простые люди из жизни. Я о них пишу. И сейчас я уже говорю всем, я коллекционирую интересных людей. Я коллекционер. Это тоже у меня от мамы. Мама же коллекционер тоже. У нее коллекция колокольчиков. Мы начали ей привозить колокольчики, и теперь она уже целенаправленно всегда всем заказывает колокольчики и сама много путешествует. Она очень хорошо рисует. И вот она своих внучек нарисовала, меня нарисовала.
вот домик. Она это все, некоторые по номерам, а некоторые рисунки, она же вот это наш портрет, она вот уже сама. Это человек вот без художественного образования, все-таки есть, оказывается, у нее художественный взгляд. В такие моменты творчества человек обычно погружается в себя, в свои воспоминания из детства. Не стала исключением и Матрена Петровна, тем более, что ей было что перебирать в душе. Ключевым событием ее жизни, которая явилась исходной точкой всех переживаний, стала детская травма, полученная в годовалом возрасте. Будучи совсем малышкой, она упала со стола и сломала позвоночник. Девочку увезли в город на лечение на долгих 7 лет. Конечно, за это время ребенок отвык от родителей, и те, в свою очередь, не испытывали должной к ней привязанности. Домой я уже пришла, русская девочка, шустрая, прям вот такая. Она же пришла полностью русскоязычная. Русская, никто не... Она их не понимает, они ее не понимают. К этому времени у родителей уже были дети. 2 дочки уже родила, сестры мои, Машенька и Аннушка. Поэтому они сразу меня, как кукла, меня смотрят. Они в городе мне дали корсет. Надо обязательно. Чтобы держали спинку. Сестры мои так. Хотели примерить? Примерить хотели. От этого драка. Она драка прямо. Она мама взяла ей печкой. Бросала. Прямо в камин. Уже школьные годы стали. Учители по домам ходили. Обязательно сколько детей надо в школу пойдет. А мне пришли 2 женщины, учителя. Они сказали: о, Мария, у тебя дочка уже большая, надо в школу отправить. Она сказала, сидит. Она не в школу пошла, она у него спецшкола. Для дураков. Для дураков. Короче, так и сказала. Короче, увезите ее отсюда подальше. Меня не надо уже. Сдать ее в школу-интернат для дураков, для умственно отсталых для детей. Для умственно остались, так сказала. Потому что они не могли понять друг друга. Мама их не понимала, они ее не понимали. Они думали, что она вообще вот такая дурочка, потому что ей все было любопытно, интересно, да, мама? И она прямо то муку развеет, то сливки прольет, то котон зайдет, всех телят разворошит. На улице сразу есть эта бабушка, эту птичку надо вот так. Прямо целый день мойте, наругайся. Из дома еще вытаскивала ценные вещи, детям раздавала. Но она же хотела с кем-то подружиться, видимо, хотела понравиться детям. Да, мама? Они сказали: нет, Мария, это мы не решаем. Мы не решаем, это только врачи. В больницу отправили. Они, врачи, сказали, она умная, но только русский по якутскому языку запуталась. Поэтому она вот так. Осталась в нормальную школу. Не мудрено, что пока маленькая Матрена учила якутский язык, ее оставили в 1 классе на 2-й год. Этого времени вполне хватило, чтобы научиться понимать окружающих. Правда, поведение желало оставлять лучшего. Не все дети приняли девочку в свое окружение, поэтому она защищала себя как могла. А я в школе пришла сразу, дверях сразу, дура пришла, а я сразу, вот так, глазочки, сразу вот так. Каждый четверг педсовет обязательно. Новгородова сегодня педсовет, слушаюсь. Она как на праздник туда ходила. Сразу дома пошла в школьную форму. Вот так. И домашнее платье надела. Вкуса и сразу в школу педсовет обязательно. Как самая ярая хулиганка школы. Сразу мой очередь. Новгородова, заходи. Почему-то... Била этого и этого. Никого не бей. Да, слушай, ничего не бей. Я хорошая стала. Сразу на коридор. И тут я... Ты дура, чё? Опять тебя ругали в педсовете. Да, а я вчера глазочек и домой пошла. Дальше. Вот так. После 8 класса Матрена покидает отчий дом.
По программе «Школа производства ВУЗ» работает в колхозе, но уйти от гнета и притеснения матери по-прежнему не удается. У меня мама зарплаты все она получила. У меня ни копейки. У меня ничего нету. Ни копейки, ни даже платья, трусы, ничего нету. Поэтому сразу замужем это... За Петра. За Петра. И сперва чурапча мы жили. Вот так. Вот потом Ажулон, чурапча, опять Ажулон. Там я всю жизнь испыту вахтером, уборщицей работала. Мы жили в Петрове почти 40 лет. 5 детей, внуки, внучки уже. Сегодня Матрена Петровна – счастливая мама и бабушка. Однако, чтобы познать счастье своей семейной жизни, ей пришлось пройти тяжелые испытания в родной семье. Несмотря на сложные отношения с родителями, Вселенная ее пожалела и все-таки наградила прекрасной взаимосвязью с родными сестрами. Конечно, мама, она не общалась с бабушкой, и я ее вообще не помню. Она вообще рано умерла, до старости не жила. Тетя Маша ухаживала за своими родителями, она сейчас здесь живет. И вот она ухаживала, и как-то вот жизнь их разбросала, да, девочек. Они все вышли замуж, все обустраивались. Но я помню, уже вот когда у всех семьи образовались, когда дети родились, они начали общаться, девочки. Сами общаться, они ни разу, никогда, ни в каких обстоятельствах не ругались, ни разу. У них отношения... Вообще. Если я не знаю, у кого еще такие хорошие отношения. У них с сестрами прямо безупречно дружеские отношения. Теплые, веселые, прямо они очень сплоченные. У них связь такая, ну, особенная связь. Мама со своими сестрами, они вообще не разлей вода. Они до сих пор, каждый день они на связи. Когда встречаются здесь, прямо такое веселье стоит, как будто здесь свадьба на всю страну. И здесь такой хохот, прямо шутки свои. И знаете, самое особенное, да? Никогда они не ругались, не обижались на друг друга, вообще никогда. Мама на своих сестер обиду вообще не держит, потому что она говорит, если даже мама на меня была вот такая несправедливая, у них семья была очень добропорядочная и светлая, говорит. У нас в доме была очень дружелюбная атмосфера. И все хохотушки, все девочки. Мама тоже хохотушка. Вообще. Все мы кругом столом сидим. 5 девочки, и мама, я отец. Она отец. Опять дура баба с своими дочками. Хохотушками. Хохотушками. Но между этими обидами все-таки какое-то вот чувство любви все равно было. Все-таки вот, конечно, это очень остро, видимо, воспринималось, когда она была маленькая, когда она была вот обижена на нее за то, что она ее не отпустила учиться. Это же обида ее, до сих пор у нее слезы наступают, когда она вот вспоминает об этом. Но все-таки вот эта обида очень остро, видимо, засела. А так в жизни у вас было же очень хорошая мама. Мама только меня ругает, но у него... Отношение к другим детям. Детям, у нас вообще атмосфера дома очень хорошо. Теплая была. Теплая. Целый день она же на нее не ругалась же. У нее были свои заботы. Вот. Ну, как она в глаза попадалась, видимо, она ругалась. Не мешай здесь, там, принеси, подай, вот так. А так-то с девочками у них очень хорошие отношения. В общем-то, общение дома хорошо. Очень ее в селе любили. За ее хороший характер, за ее работящая, хитренькая. Вот как у него... Чистоплотная. У нее булочка вообще даже она, не забыла. Она, кажется, стрельпухой была, моя вообще. Бабушка. Она говорит, пуховые булочки у нее были. Вообще. Нигде я такой не попробовала. Слишком она пышная, вот такая. Даже это без улучшителей, без качественной муки, без качественных дрожжей. Вот она умудрялась вот готовить такие уникальные булочки. Даже вот дровяной печи. Конечно, у меня дочка хорошо готовит. Все вкусно вообще, идеально.
Я вахтером работала однажды. Я булочки делала. Один угет духовка. Оставила? А другой мне печку. На печку поставила подниматься. И она мне наказала. Я уже пошла, ну давай смотри. Все, уже время уходить на работу. И вот я осталась. Булочки в духовке, папа спит. Вторая партия у меня здесь на печке, вот в теплом месте стоит, поднимается. И я вот такая сижу, уже вечер поздний, мама уже на работу, конечно, я без мамы уже заскучала. И тут как тут заходит ко мне моя подружка, она вот здесь. Соседка. Наша Маша. Вот она зашла и говорит: Наташа, я иду в баню, вечер же поздний. Пойдем со мной, будешь мне, ну, за компанию, а то мне одной страшно. И я от радости забыла, конечно, про эти булки, которые в духовке уже, и те, которые еще не испеклись. Я это про все забыла, все оставила, и такая радостная с Машей. Папа спит, и такая свободолюбивая выпорхнула, и мы убежали в баню. Я не знаю, сколько мы там времени провели. Захожу, а здесь черные булки с этими прямо по полу. Лежит. Папа же у меня строгий. Я вообще сердце, душа у меня вообще замерзла. Я такая побледнела. От испуга у меня сердце вообще пятки ушло. И Маша такая меня понимающим взглядом смотрит на меня. Она же тоже знает моего отца. И она такая: все, Наташа, крепись. И мы такие... Тихо-тихо заходим, а дверь так предательски скрипит. Отец еще тогда был молодой, слух хороший. Это... Ёшки-кыгани, прямо, где ты была? Дом вообще дым коромыслом, булочки-то горели, из духовки дым валит густой, прямо черный. Дочки нету, жены нету, все куда-то подевались, булочки остались. Он прямо в трусах зимой схватил эти горящие булочки, прямо выкинул. Папа только прямо ругается на меня. Маша так: ну все, я пошла домой. Такая виновница-то. Убежала, я одна осталась. И такая стою у двери. И себе прокручивает сценарий. Утро. И папа такой смотрит на эти булки и меня с мамой ругает. Мне так жалко стало в первую очередь маму. Вот ты оставила булочки, вот ты, а теперь твоя нехорошая дочка, вот она, вот это. Я вот накрутила этот сценарий, и такая на улице стою, я же с баньки, прямо шубка обледенела от пара, прямо я сама такая обледенела. Стою, вообще не захожу, боюсь домой заходить. И с этими булочками прямо вот так стою, их вот так собрала же, их 8, что ли, было. Кругляши такие, как сажи черные. Я стою, если я их выкину в еду свиньям, папа увидит и вспомнит. Если я их выкину вот сюда, он это увидит и меня поругает. И знаете, я куда пошла? Я пошла в уличный туалет. И я вот эти булочки туда, в ямку там выкинула. Наступает утро, все равно наступает же. Мама пришла с вахты, отец проснулся. А мама с вахты пришла и в туалет зашла. Что за такие круглые? Кто это так нагадил? Здесь голову ломают. Откуда это? Кто? Не коровьи лепешки, не кобыли лепешки. Человек так не делает. Человек так не делает. Откуда такие кругляши правильные? Почему их столько много? Она никак не угадывает. Потом она как вспомнит и говорит: о, потом, ой, это Наташа здесь выкинула свои обгорелые булочки. Она отцу рассказывает. Я просыпаюсь от их смеха. Папа хохочет, мама хохочет. Вот такие истории с булочками. Теперь дочка вот кондитер номер 1. Уже у меня булочки не горят. Никуда я их не выкидываю.
Таких семейных баек, по которым можно снимать фильмы, в семье Матрёны Петровны много. Но жизнь – это не кино. Переписать сценарий заново невозможно, особенно если это касается жизни и смерти. Судьба разлучила Наталью с ее мужем неожиданно. Красивая любовь оборвалась не на последней странице романа, а в самом его начале. 10 лет счастливой жизни были прерваны внезапной остановкой сердца. Вместе мы легли спать, а утром в 5 часов его уже не стало. Все дети были там за печкой, все стояли, смотрели, как отец уже мертвый лежит на полу. Ну, это было страшное утро. Я маме позвонила. Тогда дождь был, вообще грязи, дорог не было, все смыло. Я думала, он вопреки всему ради меня живет, что ли. Я просто до конца на это надеялась. Я вот такая сижу на полу, рядом муж и медсестра скорой помощи, ну, фельдшер, видимо. Такая молоденькая девочка, я говорю, от отчаяния или я не знаю от чего. Обычно же в фильмах, ну, люди же себя со стороны же видят, когда умирают. А разве он не видит со стороны, почему он обратно? И она такая, ну, это же не кино. И жизнь это точно не кино. Это точно так. Конечно, уже боль не такая вообще острая, как первые годы. Сейчас она превратилась в более светлую грусть, но все равно эта боль, она оказывается всегда с нами. Просто внезапная остановка сердца. И одно же дело, да, когда вот теряешь человека, который, ну, когда к этому готовишься. Ну, к этому нельзя привыкнуть, но все равно, да, когда человек болеет, уже ты знаешь, что он уже уходит. А тут он здоровый, такой красивый, столько планов, столько энергии, столько любви к нам, столько нежности к своим детям. Прямо он даже таких матерей, наверное, редко встречаются, такие мамы, наверное. Он вообще по-женски, по-матерински относился к своим детям. И ко мне такое уважительное отношение было. Да, мы жили бедно, но у нас отношения были очень богатые, щедрые такие. Я очень уважаю своего мужа и люблю до сих пор. У каждой нашей героини своя боль, и каждая переживает ее по-своему. Наталья оплакивает мужа, Матрёна Петровна сожалеет о потерянном времени, что не успела провести с мамой. Поэтому сегодня для них обеих главное, что они рядом. Вот пройдя весь этот путь, я теперь понимаю, что человек остается человеком. Для меня мама – это человек-человек. Это таким и должен быть человек. Добрым, простым, несложным. Потому что сложным человеком быть очень и трудно, и окружающим трудно. А вот простым таким человеком – это моя мама. Она мой друг, она вообще моя гордость. Я очень счастлива, что я могу себе вот позволить побаловать свою маму. Это вот самое главное, что она рядом со мной. Несмотря ни на что, я люблю свою маму. Я долго лет держала обиду, долго лет. А потом уже отпустила. Она признала свою ошибку. Сыну сказала, так и сказала. Вот так. Поэтому я отпустила, уже простила ее.
прощать – великий дар, ведь миром управляют любовь и мудрость. Это основа великодушия и всепрощения. С этим гораздо легче жить. Зачем примерять обиду на себя и на других, когда есть иной путь, более легкий? Это давно поняли наши героини. Сердце прощенного и простившего болит одинаково, поэтому прощение – это единственный путь к спасению. И даже если порочный круг жизненной несправедливости большой и кажется, что хуже не бывает, это не так. Чистые мысли, вера и созидание творят чудеса, как ангелы, летающие над каждым из нас. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.